вечер, дорогие друзья! Чебоксарское музыкальное училище имени Федора Павловича Павлова рада видеть вас на концерте «Таван Черживке Визем» – музыка родного края. Мероприятие проходит в рамках Республиканского фестиваля чувашской музыки, проводимого Министерством культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики. Сегодня для вас с этой сцены прозвучат сочинения выдающихся чувашских композиторов разных поколений, а также чувашские народные песни. Концертную программу в исполнении симфонического оркестра Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова открыла интермеццо из кантаты «Птицы над городом» современного чувашского композитора, члена Союза композиторов России и Чувашии, преподавателя музыкального училища Ларисы Баренковой. Художественный руководитель и дирижер, лауреат международных и всероссийских конкурсов Николай Кадыков. Наш концерт продолжит музыка чувашского классика Геннадия Воробьева. Геннадий Васильевич – сын выдающегося чувашского композитора Василия Воробьева. С отличием окончил наш музыкальный техникум как пианист-виртуоз и продолжил свое профессиональное обучение на композиторском факультете Московской консерватории. Однако судьба трагически оборвала жизнь молодого талантливого музыканта. Геннадий Воробьев вошел в историю чувашской музыки как автор крупномасштабной симфонии и основоположник национальной фортепианной музыки. Геннадий Воробьев. Обработка чувашской народной песни «Хура Варман Варинже» посреди темного леса. Исполняет симфонический оркестр Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова, дирижер Николай Кадыков. Солистка, народная артистка Чувашии Галина Николаевна Пуклакова.
выдающихся композиторов земли Чувашской. Еще при жизни благодарные слушатели прозвали Григория Яковлевича Халах юратный композитор. Композитор любимым народом. Композитором народной души. Автор оперы «Нарспи», которая вот уже более 50 лет служит визитной карточкой Чувашского государственного театра оперы и балета, также является выдающимся выпускником нашего училища. Его песни, ушедшие в народ, стали спутниками чувашской молодежи и музыкальным символом прошедшего столетия. Вокальная лирика Хирбю и сегодня занимает одно из ведущих мест в классическом репертуаре академических и эстрадных певцов. Григорий Хирбю. Стихи Ивана Ивника. Комо. Солист, студент 4-го курса вокального отделения, лауреат международных и всероссийских конкурсов Мефодий Галкин. Класс народной артистки Чувашии Маргариты Николаевны Финагентовой.
Почетное место в истории чувашской профессиональной музыки занимает имя Федора Васильева, композитор, автор первой репертуарной национальной оперы «Шевармань» и балета «Сара-Пеге». Его перу принадлежат крупные симфонические партитуры, сочинения для хора и инструментальные произведения. Многие годы педагогической работы связывали Федора Семеновича с родным музыкальным училищем. В 60-е годы прошлого столетия композитор возглавлял наше учебное заведение. В обработке Федора Васильева прозвучит чувашская народная песня «Урам Юри». Для вас поет лауреат всероссийского конкурса Раиса Андреева. Григорий Хербю, стихи Юрия Скворцова, «Чунам Саванать». На сцене дипломант международного конкурса Надежда Данилова. Сербу
Имя композитора Германа Лебедева знает каждый чуваш. Его патриотические песни на стихи Ильи Тукташа, такие как «Товарищ жив», стало гимном Чувашской республики. Еще будучи студентом музыкального техникума, Герман Степанович был артистом, основанного в 1924 году Федором Павловым и Василием Воробьевым Чувашского государственного национального хора, ныне Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Именно с этим прославленным коллективом связана творческая деятельность композитора. Для ансамбля были написаны десятки вдохновенных песен, пользующихся большой популярностью в народе и по сей день. На сцену приглашается хор дирижерско-хорового отделения Чебоксарского музыкального училища. Герман Лебедев. Хороводная. Аранжировка Асхата Юнисова. Концертмейстер, заслуженный работник культуры Чувашии Лилия Салихова. На сцену приглашается хор дирижерско-хорового отделения Чебоксарского музыкального училища. Художественный руководитель и дирижер Асхат Абдулкадерович Юнисов. Партия фортепиано Лилия Салихова. Степан Максимов, его соратник Федор Павлов является воспитанником Симбирской Чувашской учительской школы. Продолжив традиции и основы, заложенные их наставником Иваном Яковлевичем Яковлевым, Федор Павлович внес огромную роль в развитии чувашской профессиональной культуры. Многогранная творческая личность Павлова не ограничивается лишь музыкальным искусством. Он автор драмы «Ялда», ставший шедевром национальной театральной драматургии, а также поэтических и прозаических миниатюр.
Наше музыкальное училище по праву гордится именем выдающегося земляка. Федор Павлов. Обработка гостевой песни «Ворман Видер». Дирижерско-хорового отделения – один из старейших коллективов музыкального училища. Именно в нем начинали свой творческий путь многие прославленные чувашские композиторы, такие как Григорий Хирбю, Герман Лебедев и Федор Васильев. Хоровое искусство Чувашии будет неполным без имени выдающегося композитора и дирижера Филиппа Лукина. Его хоровое произведение входит в обязательный репертуар всех вокальных коллективов республики. Филипп Миронович пользовался большим уважением и авторитетом среди творческой общественности Советского Союза. Композитор неоднократно представлял чувашскую музыкальную культуру на съездах и пленумах Союза композиторов и хорового общества. Филипп Лукин. Стихи Аркадия Эсхеля. Песня молодежи. Народная песня «Лутрояхта Шешке» «Низенький орешник» пользуется большой популярностью среди чувашских композиторов. Ее классический вид принадлежит перу одного из основоположников чувашской профессиональной музыки – Степану Максимовичу Максимову, выдающемуся композитору, фольклористу и общественному деятелю. Благодаря его усилиям и неутомимому энтузиазму в 1929 году в столице Чувашии было открыто первое профессиональное образовательное учреждение
Чебоксарский музыкальный техникум, ныне училище, которое в следующем году отметит свое 95-летие. Предлагаем вашему вниманию чувашскую народную песню «Лутраях Ташешке» в обработке Степанова Максима. Напоминаю, художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Чувашии Асхат Юнисов. Нашу программу продолжит один из шедевров чувашской вокальной лирики – романс Григория Хирбю на основе чувашской народной песни «Немине». Стихи народного поэта Чувашии Петра Кузангая. Исполняет студент 4-го курса вокального отделения, лауреат международных и всероссийских конкурсов Максим Кабалин, класс народной артистки Чувашии Галины Николаевны Поплаковой, партия фортепиано заслуженный работник культуры Чувашии Елена Ананьева.
Высокие традиции композиторов-классиков активно продолжаются молодым поколением чувашских авторов. Один из ярких современных композиторов Чувашии – Лолита Чекушкина. Лолита Васильевна – автор крупных симфонических и театральных партитур, музыки к многочисленным спектаклям. Большое внимание композитор уделяет музыке для детей и юношества. Для вас прозвучит «Гадание при свечах» Лолиты Чекушкиной из цикла «В ожидании Рождества». Соло на флейте. Студентка 3-го курса отделения духовых и ударных инструментов. Лауреат международных и всероссийских конкурсов Кристина Трофимова. Класс заслуженного работника культуры России и Чувашии Анжелики Викторовны Сидоровой. Концертмейстер, отличник культуры Республики Казахстан Кира Шейкина.
«Чудо Эмили». Поет студентка 4-го курса вокального отделения Ксения Клочкова. Класс Галины Николаевны Поплаковой. Концертмейстер Елена Ананьева. Дура,
Концертную программу нашего вечера завершил хор отделения сольного и хорового народного пения, руководитель которого заслуженный работник культуры Чувашии Людмила Валерьевна Петухова. Дорогие друзья,
Концерт Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова «Таван Чержинки Визем. Музыка родного края», проводимый в рамках Республиканского фестиваля чувашской музыки, подошел к концу. Благодарим вас за внимание. Концертную программу для вас вели Максим Кабалин И Анастасия Ильина. Тепре Кель Получей.